Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сёння ў нас такі, як мы гэта любім, псіхааналітычны эфір, бо з намі на сувязі прафесор, псіхолог, любімы і чаканы і намі, і нашымі гледачамі Владимир Янчук. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день, Дмитрий, рад видеть вас. Ну, уже я як рады вас бачыць, і самое галоўнае, рады, што можете вы по-ранейшаму долучаться до наших эфиров. Спадар Владимир, я, может быть, як это кажуць по-простому, адразу быка за роги с самым актуальным таким и найбольш абмяркоўваемым на дадзены момант пытаннем. І гэта нават не перамовы з рэжымам, якія мы зараз з вами пазней трошку яшчэ абмяркуем, а сітуацыя, якая здарылася ў Лондоне с пабітым супрацоўнікам беларускага консульства. Все ж таки прыйшлі мы там как бы да высновы усе, хто гэтую справу разглядаў, что гэта не нейкія засланыя правакатары, не нейкія, можа быць, там з ФСБ агенты, не нейкі там Болік і Лёлік, а беларусы сапраўды. Пра што гэта сведчыць? 1,5 гады беларусы трывалі здзекі, рэпрэсіі, гвалт, і ну фактычна за апроч аднаго это выпадку з айцішнікам не давалі адпору. А тут вось такая ситуация. Ваш анализ? Ну, сложная, конечно, ситуация, потому что, в принципе, люди, живущие за рубежом, они живут в своем мире. И, безусловно, допустим, вот это ухудшение процессов, ухудшение ситуации в республике вольно или невольно сказывается на внутреннем напряжении, и это внутреннее напряжение начинает искать выход. Другое дело, что это характеризует и людей, совершивших это действие, которые начинают, опять-таки, использовать те методы, против которых, как-то ни странно, выступают. Поэтому, с моей точки зрения, этот выплеск эмоций, выплеск чувств, он связан с тем, что вот эта суполка, я подчеркиваю, она накачивает себя и нашла вот такой не самый удачный выплеск эмоций. Поэтому тут и комментариев нет. Выплеск такой, но одновременно характеристика, ну, так, не самая позитивная. Это не лучшие методы решения проблем. Вось, дарэчы, пра метады. У той же самай суполцы, як вы кажаце, ну, ці сярод тых беларусаў Брытаніі таксама распачаліся вялікія дыскусіі, прычым вельмі супрацьлеглыя. Адныя кажуць пра тое, што мы уже тут правялі у Брытаніі 110 500 акцый падтрымку там супраць і гэтак далей. Нам уже надакучыла гэта, мы не хочам вот этой беззубай там 111 акцыі, трэба нейкія іншыя метады. Другі бок кажа, мы супраць такіх метадаў, гэта не наши метады, і ввогуле выключыць з дыаспары гэтых людзей, якія такое учынілі. Да чаго гэта можа давесці? Ці нармальная гэта рэакцыя, па-першае, па-другое, вот раскол, наколькі ён рэальны? Ну, знаете, когда ситуация затягивается, так, когда, допустим, решение не очевидно, и когда вдруг перед вами формируется вот такая временная бесконечность, связанная с непониманием, когда все-таки что-то кончится, и когда трансформации начнутся, вольно или невольно начинает проявляться групповая поляризация. И в каждой группе есть, ну, будем говорить так, некие люди, которые склонны к экстремальным решениям. И отсюда, опять-таки, происходит катаклизм. Я подчеркиваю, уважаемые друзья, вы то находитесь в значительно более таких защищенных условиях, и одна из таких вот, допустим, предпосылок жития в этих условиях вообще-то сохранение коммуникации друг с другом. И если вы хотите чего-то добиваться, вообще-то разговаривайте друг с другом, а не используйте вот этих экстремистских методов, тем более связанных с насилием. В общем-то, людей, находящихся, ну, в такой ситуации, ну, заложничество, если хотите. Поэтому говорить надо.
Ну и с другой стороны, вы же живете в британской культуре. Вообще-то эта культура толерантная. Она очень аккуратна, и тем более, допустим, я хорошо знаю Лондон, я долго жил в Лондоне, и подавляющее большинство людей, живущих в Лондоне, отличаются терпимостью к инакомыслию. И оно соблюдает вот ту диалогичность, к которой мы когда-нибудь все-таки придем. Они разговаривают друг с другом. Поэтому, дорогие, разговаривайте, и такими экстремальными действиями вы не то что не помогаете, а вы наоборот льете воду на мельницу другую, которая опять-таки способствует чему? Очередному появлению таких, ну будем говорить так, кадров, характеризующих, ну будем говорить так, вот эту сторону не с самой лучшей стороной. Договаривайтесь, ну и опять-таки договариваясь, формируйте те возможные пути оказания помощи, которые, ну, будем говорить так, находятся в рамках прав Бога. Але пра што можна дамовіцца? Ось возьмем просто дыаспору у любой краіне, там у Лондоне, у Парыжа, там я не ведаю, Торонто, дзе з'яўляюцца такія людзі, якія кажуць, што все надакучыла нам вось гэтае беззубы супраціў, трэба нешта зрабіць рашучае. Другія кажуць, не, мы вот не такога не прымаем. Як, пра што дамовіцца, на чым можна знайсці нейкае паразуменне людзям там? Я вот звяртаю увагу, што размова ідзе не пра унутры беларускі там дыялог і там спробу неяк дамовіцца ў грамадстве, а вот там у дыаспары. Вот яны ўсе там, вот, ну і да чаго яны могуць па выніку дамовіцца? Очень простая вещь, допустим, даже хотя бы транслируя те примеры поведения, характерные для тех культурных традиций, в которых они живут. Я прекрасно понимаю, что сложности есть и у людей, живущих в рамках диаспоры. Но чтобы мне не говорили, все-таки они ощущают то, что они не свои. И вот это, допустим, понимание того, что, ну, в принципе, это не канадцы пока еще и не британцы, это белорусы, живущие в этих условиях. Но, дорогие мои, коль вы живете в этих условиях, опять-таки, ну, пытайтесь пользоваться теми методами, которые характерны для этих условий. Ну и когда вы разговариваете друг с другом, опять-таки, ну, задайте вопрос, ну, хорошо, вот вы совершаете это действие, а какая польза от этого действия? И разговаривать можно об этом, о нахождении методов действительно приносящих эффект, а не контрэфект, как в данном случае. Шмат было раней размоваў пра тое, што чым больш будуць і мацней рэпрэсіі, тым большая верагоднасць радыкалізацыі грамадства. Гэтыя людзі, гэта частка беларускага грамадства, асабліва з улікам таго, што яны з'ехалі з Беларусі там не 10, 15, 20 гадоў таму і ўжо уліліся у мясцовае грамадства, а вось год, полтора таму яны яшчэ маюць ментальныя сувязі з тым грамадствам, якое засталося ў Беларусі. Вот можна сказаць, што гэта першыя прыкметы будучай радыкалізацыі ўсяго беларускага грамадства? Ну, я не думаю, что, допустим, вот такие проявления экстремизма на очень удаленном расстоянии являются характерными для вот этого белорусского общества. Белорусское общество, ну, по идее, допустим, очень осторожное. И белорусское общество, живущее здесь, я подчеркиваю, допустим, люди, находящиеся там, это люди несколько другие. Во-первых, они уже активны по своей природе. В каком плане? Они предприняли некие усилия, чтобы переместиться в другое пространство. Подавляющее большинство людей, живущих здесь, все-таки не собирается покидать это пространство и вообще-то живет вот этой ситуацией здесь. А вот это, допустим, во многом радикализация зарубежная, она связана с тем, что и там не очень комфортно. И адаптироваться к этим условиям весьма-весьма непросто. И вот эти сложности культурной адаптации или культурной интеграции, они приводят к чему? К внутреннему напряжению. А внутреннее напряжение начинает находить выплески, своеобразные зоны выплесков. Ну и как-то не печально, вот мы столкнулись с одним из примеров вот таких эмоциональных выплесков. Как адаптироваться к культуре? А я работаю в области межкультурной
психологии уже не один десяток лет, поддерживать связи друг с другом, поддерживать друг друга, строить отношения друг с другом, вступать не вот в такую виртуальную коммуникацию, а мы давайте еще вспомним еще один такой очень серьезный момент, когда реальные отношения переходят в виртуальные отношения. А для виртуальных отношений характерно, ну, я имею в виду вот как раз общение через электронную коммуникацию, через Skype, через Zoom и так далее, и так далее. Оно как раз способствует чему? Принятию более радикальных решений. Почему радикальных решений? А потому что по существу обсуждаются виртуальные вопросы, не связанные с осознанием вот этих жизненных реалий. А когда вы встречаетесь с человеком напрямую, когда вы разговариваете с этим человеком напрямую, вы чувствуете вот эту живизну. И эта живизна, это вот эта экзистенциальность, она позволяет вам сохранить человечность. Поэтому разговаривайте, поддерживайте друг друга. Вы сказали про тое, што важна заўсёды пралічваць, якія наступствы будуць у таго ці іншага учынка. У дадзеным выпадку гэты учынак, як вы думаеце, для беларускага грамадства, якія ён будзе мець наступствы? Вот як адрэагуе беларускае грамадства? Ну, можа, ўжо рэагуе, як успрымае там, ці зменяцца яго нейкія настроі і сімпатыі? Вы знаете, Дмитрий, я ловлю себя на такой любопытной мысли, что, в принципе, вот, допустим, нахождение на удалении от этой страны, оно приводит к чему? К виртуализации отношений, к действиям, совершаемым за рамками этого пространства. Люди, живущие здесь, относятся к этому несколько по-другому. Они не столь болезненно реагируют. Другое дело, что я понимаю, что процесс изменений, вольно или невольно, он будет связан с очень сложным путем нахождения, взаимопонимания среди разного взглядия, существующего и в нашем пространстве. И в одной из наших, так сказать, вот бесед я говорил о том, что, допустим, если бы изменения наступили очень быстро, я не уверен, что эти изменения не сопровождались бы радикальными всплесками. Почему? Потому что, я вообще сторонник все-таки оптимистичности в рассмотрении любого события. Нам надо еще дозреть, нам надо еще многие вещи осознать, и нам надо, опять-таки, стать реалистичными во многом. Надо вообще-то понять, кто мы есть. И не случайно вот я запустил две, с моей точки зрения, вот такие любопытные статьи того же Владимира Пастухова, тех же, допустим, достаточно хорошо известных авторов других, которые говорят о чем? О том, что надо находить идентичность. Надо в том числе освобождаться от нереалистического оптимизма. Вы, Дмитрий, как раз, так сказать, поймали меня на несколько неготовности к обсуждаемой теме. Почему? Потому что мы, в принципе, это обсуждали итоги года, и когда я думал об итогами года, я как раз, так сказать, и придумал своеобразное такое обозначение: освобождение от нереалистического оптимизма, которым жило это общество достаточно долгое время. Надеясь на быстрые перемены, надеясь на вот эти спонтанные внешние решения и так далее, и так далее. Увы, вот этот год показал, что оснований для нереалистического оптимизма немного. И обществу еще придется пройти достаточно длительный путь для того, чтобы осознать, кто мы есть, что мы есть. Причем, опять-таки, не на уровне вот этих отдельных, наиболее радикальных группировок, а на уровне большинства людей, живущих здесь. Что бы мы ни говорили, допустим, активное это проявление, это отнюдь не проявление всего населения. Все население, точнее, большая часть населения по-прежнему занимает выжидательную позицию. И по-прежнему, опять-таки, находится в той позиции, что не проявляет внутренней активности, а ждет, что свалится нечто. Не свалится с неба.
Ну, спадар Владимир, вы тут мяне попрыкнули, но, як кажуць, не першы год знаёмыя, вы ж ведаеце, што адной тэмай мы... А это, наоборот, посыпание моей головы пеплом. Почему? Потому что я оказался не очень готовым к вашему вопросу, к этой ситуации. Почему? Потому что, в принципе, ну, конечно же, допустим, факт такой, ну, вопиющий, и понятно, что, допустим, этому факту сразу же придается очень такое большое внимание в официозных СМИ, создавая вот это основание для тыкания пальцем, так? И, конечно же, допустим, ну и одновременно реакция, это, ну, по крайней мере, у меня была такая достаточно аморфная. Тым не менш, безумоўна, мы закранем гэтую тэму вось вынікаў года. І першае, вось вы ўжо так бы абазначылі, гэта дрэнна ці гэта, ну, я не ведаю, ці што ў гэтым добрага пазбаўлення ад вось гэтага нереалістычнага аптымізму, як вы сказалі? Ну, знаете, это естественно. Вот я обсуждаю это довольно много вопросов, в том числе и в сети, и мне была любопытна ремарка вот на мое обсуждение, ну, в том числе, допустим, вот этих довольно сложных и сложно внутренне переживаемых мною процессов чисток, репрессий, когда очень квалифицированные кадры начинают подвергаться давлению, и вдруг начинают вычищаться вузы от очень немногих высококвалифицированных людей, когда, опять-таки, многие высококвалифицированные люди уходят из производства и так далее. Это вызвало у меня такое, ну, будем так ощущать, такое чувство горечи и чувство, ну, будем говорить так, печали по поводу чего? Будущего страны. И как раз в одном из своих постов я и писал, что переживаю-то я за что? Что вообще-то честь нации, опять-таки, гордость нации, и вообще-то ресурсы развития нации – это интеллектуальная, высокопрофессиональная элита, которую в любом здравомыслящем обществе вообще-то на руках надо носить. Мы не то пространство, где очень много вот таких выдающихся людей. И когда на моих глазах, вот, ну, что ли, вот такая ценность этих людей нивелируется, я понимаю, что у этой страны с будущим очень большие проблемы будут. Почему? Потому что элита формируется десятилетиями. Это не вот тот тезис, сидящий в головах, так сказать, людей, сегодня принимающих решения. Хотя я их понимаю, допустим, у них-то позиция какая? Выжить любыми путями. И перспектива завтрашнего дня их вообще-то не тревожит. Ну, точнее, будем говорить так, некоторую часть абсолютно не тревожит. Выжить здесь любыми средствами. А здесь люди, живущие, опять-таки, должны понимать, что будет завтра. А завтра и успехи, и развитие страны определяется вот этой элитой общества, интеллектуальной элитой, профессиональной элитой, инженерной элитой, которой дорожить надо, которую на руках надо носить. И когда на моих глазах осуществляются вот такие действия, я понимаю, что проблемы будущего. Это проблемы, опять-таки, этой страны, которая решить очень сложно будет. Точно так же, как осознают, вот как раз возвращаясь к теме иммигрантов, я же встречаюсь, ну, по крайней мере, контактирую со многими из них. И на уровне даже очень высококвалифицированных специалистов они понимают, что они не свои там, так? И что, в принципе, опять-таки, завоевывание места под солнцем требует достаточно больших усилий по интеграции, по, опять-таки, обретению вот этого нового реноме. И вот мы допускаем вот такую очень серьезную ошибку, которая, конечно же, вызывает у меня такие достаточно горькие чувства. Давайте ўсё ж таки яшчэ раз вынікаў года, псіхалагічных вынікаў года. Ўсё ж таки, у якім псіхалагічным стане беларускае грамадства з улікам неспынных рэпрэсій, з улікам вось гэтых звальненняў, як вы сказали, лепшых эліты з розных абсалютна сфераў жыцця і дзейнасці, з улікам такой вялікай эміграцыі. От які псіхалагічны стан зараз у беларускага грамадства? Вот як бы его вы ацэнілі, что, ну, как бы
Нормально, ні дапамогі ніякай не трэба, самі добра спраўляемся. Трэба к псіхолагу грамадству ці адразу ў навінкі? Не, ну, вот новинки, во-первых, в новинках и психологи есть, ну, правда, медицинские, так? Новинки – это не обязательно психиатры, так? Это не обязательно медикаментозное воздействие. Ну и новинки – это всегда, так сказать, некое экстремальное состояние. Так и, в принципе, допустим, мы-то находимся в экстремальном состоянии, но у нас нет рецидивов, так? Ну, точнее, по крайней мере, рецидивы эти не столь очевидны. И понятно, что, допустим, общество сегодня находится, я подчеркиваю, часть общества в состоянии растерянности. Почему? Потому что вот не случайно я использовал этот термин «нереалистический оптимизм». Хотелось легко и завтра, а получается, что не только завтра, а под вопросом послезавтра. И это, конечно же, вводит в такое состояние, будем говорить так, во-первых, фрустрации, так, фрустрация, когда, допустим, видно, что, допустим, вот цель недостижима завтра, а цель достижима в какой-то отдаленной перспективе. И, безусловно, это сказывается на многих людях. Эти люди переходят в виртуальное общение, они выплескивают некие чувства, но я подчеркиваю, даже в виртуальной среде иногда появляются рецидивы. Почему? Потому что в виртуальной среде идентичность размывается, персонификация размывается, поэтому часто наблюдаются вот такие радикальные решения. Но что хорошо? Что хорошо? Мы осознали нечто, мы освободились от вот этих розовых очков, мы поняли, опять-таки, что вообще-то это путь долгий, и этот путь долгий, он предполагает, опять-таки, достаточно серьезные усилия, и сошлюсь на один из постов, связанных, опять-таки, с моим постом, когда коллега из Украины сообщает: а чего вы хотели? А вы что, хотите манны с небесной, которая с неба сваливается? А у вас что, Майдан был, а у вас еще что-то было? А вы что, заслужили нечто? И я как-то, знаете, выслушав эту своеобразную такую, например, так, отрезвляющую тираду, ну и, в общем-то, во-первых, немножечко даже подрастерялся. В каком плане? Я-то ведь обсуждал другие вопросы, я обсуждал вопросы будущего, а тут мне вот такая оплеуха от людей, которые, допустим, говорят, что без труда и рыбки без труда, из пруда не вытянешь. Поэтому думать, обсуждать. Дальше, опять-таки, я, во-первых, еще раз скажу, что человек высококвалифицирован, он не пропадет. Он свое место под солнцем найдет. И сожаление это у меня вызывает что? Что, допустим, он найдет свое место не под нашим солнцем. И он будет приносить пользу, и он будет приносить выгоду другим. Вот об этом я как раз сожалею. Ну и, наконец, я думаю, что время начнет вносить коррективы. Почему? Не будет специалистов, не будет результатов. Так? Со все большими сложностями, которые, опять-таки, начнут подводить нас к осознанию, будем говорить так, того, что от вас нечто зависит. И что вот такая пассивная позиция, созерцательная позиция, она не приводит к результатам. Ну и опять-таки, ссылаясь уже на свои, так сказать, встречи, на свои диалоги, я понимаю, что большинство общества находится в состоянии растерянности. Большинство общества, оно находится в состоянии, будем говорить так, вот этого, если хотите, страха, и оно занимает пока позицию невысокую. Оно как бы держит нос по ветру, куда ветер дунет. Хотя это печально, я подчеркиваю, допустим, потому что вот те процессы, которые происходят с точки зрения, допустим, будущего, конечно же, они очень разрушительны. И восстанавливаться придется очень долго.
Максим Фролоў піша: дзякуй за гостя, пасля Краўцова трэба псіхааналіз. Зачытаў гэты камент спецыяльна, каб, можа быць, і падысці так плавна да пытання. Вы сказалі пра тое, што мы завяршаем гэты год, беларускае грамадства завяршае гэты год, пазбавіўшыся ад нерэалістычнага аптымізму. Можа, як працягам гэтага пазбаўлення мусіць стаць тое, што прапановвае і Артур Клінаў, і Іван Краўцоў, прыгарнуць старонку і пачаць дыялог з уладай? Улада — это іх тэрмін выкарыстоўваю. Ну, знаете, с властью сейчас диалог вести сложно. Почему? Потому что, в принципе, власть, насколько я понимаю, ну, точнее, вот та часть людей, принимающих решения, и та часть людей, которые, в общем-то, формируют вот эту стратегию развития страны, она, с моей точки зрения, живет тоже в состоянии нереалистического оптимизма. Ну, собственно говоря, нереалистический оптимизм, он и характерен для нашего общества, и мы же привыкли, допустим, к ситуации, когда, допустим, желаемое выдается за действительное, и это имело место и в прошлом. И у власти все время сохраняется вот эта иллюзия, что можно вернуть прошлое. Вернуть прошлое не удастся. Дальше, опять-таки, у власти пока сохраняется иллюзия, что удастся легко решить многие проблемы, связанные, допустим, ну, с потерей рынков, с потерей авторитета, с потерей еще чего-то, просто переместившись в другое пространство. Дальше власть, опять-таки, начнет понимать, что очень скоро начнет понимать, что, оказывается, это очень нелегко, и опять-таки, и что достижение вот таких целей ведь связано с огромным количеством издержек. Но пока может демпинговать. Но когда вы демпингуете ресурсы, вы должны понимать, что ресурсы очень скоро кончатся. Поэтому отрезвление очень скоро будет происходить у обеих сторон. И вот когда вот это отрезвление, ну, достигнет какой-то вот такой, ну, своеобразной оптимальной формы, хочется кому-то наверху или нет, придется разговаривать, в том числе объясняя вот этому молчаливому большинству, сохраняющему лояльность, почему становится не лучше, а почему становится хуже. К сожалению, пока, допустим, это воспринимается как все та же виртуальность, что это все такое. Ну и, в принципе, рядовой-то потребитель пока не чувствует на своей шкуре каких-то таких издержек. Он пока начал ощущать только что катастрофический рост цен. И я, опять-таки, живу не в каком-то воздушном замке или не в загороженном вот этом дворце, а я живу в реальном мире, хожу в магазины, и я встречаюсь с этими старушками, которые вдруг начинают испытывать, ну, будем говорить так, очень большую сложность, констатирую, что цены в 2 раза взлетели. И дальше я сегодня, ну, испытал некое чувство, допустим, ну, растерянности, заходя в магазин, и бабушка с внучком, с маленьким 4-летним, и этому ребенку хочется сырка, причем сырок-то стоит копейки, а бабушка говорит, денег нету, это дорого. И вот этот маленький человек, он, да, бабушка, дорого, да, денег нет. И я понимаю, что для меня это индикатор такой очень печальный, что вот это состояние общества начнет очень скоро проявляться вот в таком, будем говорить так, очень сложном осознании последствий, в том числе сегодняшней политики. И тогда мы вынуждены будем договариваться с обществом. Так, не такие простые вопросы, так вот, допустим, когда человек начинает испытывать некое вот состояние вот разбалансированности, вопросы начнет задавать. Это как раз то, о чем я говорю все время и постоянно. Граждане этой страны, вообще-то задавайте вопросы. И вообще-то теребите власть.
Але ці няма пагрозы, што да таго часу пакуль рэжым зразумее, што без нейкай размовы, без спробы дамовіцца з грамадствам беларускім, а не з Брусэлем там ці з Масквой, без гэтага ніяк не абысціся, само грамадства беларускае дойдзе да таго, што ўсё ж таки яны не змогуць маўчаць і цярпець і чакаць, пакуль там не зайдуць да іх з размовамі, а пачнецца гэта радыкалізацыя, з якой мы і пачалі нашу размову по прыкладзе лондонской. Ну, знаете, в Лондоне легче проявлять радикальное, допустим, как легче в других местах. А здесь человек живущий, он все-таки сохраняет чувство реальности. В каком плане? Он понимает, что, допустим, какое-то радикальное действие чревато последствий. Поэтому он относится к этим действиям трезвее. Другое дело, что, допустим, мы должны понимать еще одну простую вещь. Ну, допустим, что вот те же обсуждения в сетях в рамках конкретного сообщества, они еще не являются индикатором того, что общество созрело к каким-то переменам. И если вам хочется перемен, вообще-то начинайте коммуницировать с людьми, которые занимают вот эту выжидательную позицию. Вообще-то разговаривайте и вообще-то учитесь убеждать, учитесь договариваться, учитесь находить компромиссы. И тогда, допустим, вот эти идеи начнут иррадиировать. А, допустим, когда вы не разговариваете друг с другом, и когда вот это происходит капсулирование вот этого молчаливого большинства, то и результата пока не будет. Я подчеркиваю, опять-таки, вопросы уже начинаются. Вопросы начинаются у этих аполитичных людей, которые, опять-таки, говорят, это не наше дело, это наше... нас не касается, это, опять-таки, чревато какими-то последствиями. А, допустим, когда касается, реально касается, вот я приводил вот эти конкретные примеры, тогда уже начинается обсуждение. И вот здесь вот эти люди, которые занимают вот сейчас вот такую позицию, они должны разговаривать с этими людьми, должны договариваться. На заканчэнне, спадар Владимир, калі грамадства па вашых словах падышло да заканчэння гэтага года з вынікам такім пазбаўлення ад нерэалістычнага аптымізма, то зараз вось мы з вами падзёргаем за борады і касічкі дэмакратычных лідараў, якія пастаянна працягваюць дакладней казаць пра тое, што ну да, не ўчора, ну вот не сёння, ну заўтра, паслязаўтра, але муры рухнуць, усё пераможам, усё зменіцца і гэтак далей. Сергей Чалы ў сваіх стрымах кажа, што там нам не трэба тут казаць пра тое, што гэта на 50 гадоў, як у Кныровіча, трэба аптымізму людзей падтрымліваць. Усё ж таки трэба падтрымліваць, ці ім таксама неяк трэба змяніць сваю рыторыку, сыходзячы з рэалістычнасці, з вот гэтага пазбаўлення грамадствам гэтага аптымізму? Ну, знаете, я, наверное, соглашусь вот с этой вашей мыслью, что вообще-то пора перейти от этих виртуальных дискуссий с единомышленниками. Пора, опять-таки, и избавляться от таких простых и провоцирующих предложений, которые часто, опять-таки, связаны с чем? Со своей защищенностью. И вообще-то надо разговаривать вот с этим человеком, который занимает вот эту пока еще нейтральную позицию. И надо помогать обществу вообще-то находить коммуникацию. Надо помогать этому обществу осознавать последствия неких совершаемых действий. И надо формировать вот это чувство, что это и тебя касается. Это и твоих детей касается. И вот эти безоглядные действия сегодняшнего дня, они беспоследственно не происходят, не проходят. Ну и дальше надо находить вот эти формы донесения на убедительных примерах того, что ждет. Потому что очень часто, допустим, примеры, ну, будем так, совершенно какие-то абстрактные, не касающиеся конкретного гражданина. Проводите мониторинг, опять-таки, реалистичный, а не оптимистичный мониторинг. Показывайте людям, что происходит.
Помогайте людям вообще-то вступать в отношения друг с другом. Спадар Владимир, ўсё ж таки часу да курантаў застаецца не так шмат. Я спадзяюся, што мы з вами яшчэ да пачатку нового года побачымся. Тым не менш, раптам калі што, планы не супадуць, вы будете заняты. Ваше новогоднее психологичное пожаданне белорусскому грамадству. Дорогие мои, опять-таки мы прожили очень интересный год, интересный в кавычках. Мы узнали много вещей, мы научились очень многому, и мы должны понимать, что только вместе мы можем решать наши проблемы. А желаю я вам, и себе в том числе, только одного – постепенно осознавать себя людьми и переставать быть быдлом. И помнить еще об одной очень серьезной вещи. Вообще-то это касается всех жителей, живущих в этой стране. И вообще-то страна, государство – это люди, живущие в этой стране. И когда эти люди начинают становиться людьми, вообще-то и происходят перемены. А когда люди закапываются в норы, перемен не происходит, а становится все хуже и хуже. Так что я надеюсь, опять-таки, что следующий год будет годом становления людскости, обретения этим обществом людей вот этого чувства собственного достоинства и ответственности за происходящее. А хто там ідзе? Беларусы. А што яны хочуць? Людьми звацца, як сказаў класік. Ну і можна сказаць, вось наш жывы класік эфира Еврорадио Владимир Янчук. Добрый день. Ледзь не пачаў по новой з вами эфир, тому что заўсёды з вами цікава гаварыць. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. И мне комфортно с вами, Дмитрий. Успехов. Дзякуй вялікі. Слухайте и глядите нас.